Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть определения Конституционного суда о рассмотрении ходатайства о прекращении производства по делу о проверке пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений действий, бездействий государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков. От 31 мая 2018 года номер 13, 30 ноября 2022 года, город Бишкек. Конституционный суд в составе председательствующего Сконбаева, судей Бобукеева, Дюшеева, Джумабаева, Касмалеева, Кадырбаева, Шашналеева, пресс-секретаря Кенесариева рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство представителя Верховного суда Сапияновой по делу о проверке конституционности пункта 14 постановления Пленума Верховного суда о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений действий государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков. Руководствуясь статьями 44, 48, 49, 52 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики определил отказать в удовлетворении ходатайства представителя Верховного суда о прекращении производства по делу о проверке пункта 14 постановления Пленума Верховного суда о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений действий и бездействия государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков от 31 мая 2018 года номер 13. Настоящее определение является окончательным и обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента подписания. Определение принято при 3 особых мнениях судей. Провозглашается резолютивная часть решения по делу о проверке конституционности нормативного положения пункта 14 постановления Пленума Верховного суда о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений действий бездействия государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков от 31 мая 2018 года номер 13, выраженного словами: решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в суде. 30 ноября 2022 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судей Бубукеевой, Дюшеева, Джумабаева, Касмалеева, Кадырбаева, Шаршиналиева, при секретаре Кенесариевой с участием стороны ответчика Сапияновой Маргариты Насархановны, представителя Верховного суда по доверенности, третьих лиц Ишекеева Гульзады Назаркуловны, заместителя заведующего отделом правообеспечения администрации президента, представляющего интересы президента и кабинета министров в Конституционном суде по доверенности, Джураева Гулясель Абубакировны, представителя департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек по доверенности, рассмотрел в открытом судебном заседании с участием представителей стороны, обращающей стороны, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 14 постановления Пленума Верховного суда о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков от 31 мая 2018 года номер 13, выраженного словами: решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в суде. Заслушав информацию судьи докладчика Дюшеева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, обсудив доводы сторон, выслушав пояснения третьих лиц и исследовав материалы дела, руководствуясь пунктом 2 части 2 частью 4 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать пункт 14 постановления Пленума Верховного суда Кыргызской Республики о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий, бездействия государственных органов и органов местного самоуправления, связанных с предоставлением и изъятием земельных участков от 31 мая 2018 года номер 13 в части, выраженного словами: решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в суде, не противоречащим части 3 статьи 23, части 2 статьи
24, часть 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Кабинету министров и органам местного самоуправления города Бишкек принять изменения в действующее правовое регулирование, вытекающее из мотивировочной части настоящего решения. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Конституционный суд пришел к выводу, что сомнение в конституционности оспариваемого положения Верховного суда в большей части оно именно связано с недостатками правового регулирования в актах, которые были приняты как в типовом положении Кабинета министров, так и в положениях, которые приняты органами местного самоуправления. Если вот так вкратце. Есть вопросы? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.